Хайрлы кич кадешле дуслар, каделе итешлер, метешлер. Бүгін бізде кішкене тематический вечер бар, тематический кеше. Біз бүгін кішкене презентация. Біз без географлар. Менің есімім Артемий, кем білмей. Менің есімім Рөстем, кем білмей. Мен аспирант географического факультета МГУ, градостроитель, победитель Олимпиады, я профессионал по географии, по урбанистике. Рустам, человек, который занял первое место в мире по географии в школьные годы, аналитик Сбере, магистрант программы демография Высшей школы экономики и выпускник кафедры социально-экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ. Вот. Наша сегодня презентация, может первая, а может и не единственная, посвящена путешествию по России. Раз мы географы, мы хорошо знаем регионы России, и начнем мы с всем известного Татарстана. Расскажем его с теоретической точки зрения. Мы не родом из Татарстана, поэтому мы будем говорить как туристы, как мы это видели как туристы, глазами географа. Поэтому серия презентаций состоится, называется «Глазами географа. Путешествуем по России». У нас в презентации есть конкурс. Будем разыгрывать замечательную книгу. Ее сделал Институт регионального развития Татарстана. Называется «Привет, Татарстан». В ней разные иллюстрации прекрасных туристических мест России. И она достанется одному человеку. Пока мы рассказываем с Рустамом наши идеи, наш опыт путешествий, накидывайте в чат студенческий штаба татар свои идеи, свои неожиданные предложения, лучшие места, куда бы вы рекомендовали поехать другим людям в Татарстане, что посетить, что увидеть. Желательно неочевидное, потому что, улица Баумана все знают, Казанский Кремль все знают. Потом мы организуем голосование в том же чате, и чей вариант наберет больше всего голосов, тот и заберет себе домой этот приз. Демократическое голосование. Честное, прозрачное и анонимное. Поскольку здесь экран видно далеко не всем, особенно тем, кто сидит сзади, мы эту презентацию отправили в общий чат, можете ее смотреть. Но все моменты мы расскажем, презентация маленькая. Но прикольная. Что вообще представляет собой туризм в России? Какие самые популярные туристические регионы? Наверное, все прекрасно знают. Первое место это Москва и Московская область. Все, кому нужно там делать пересадку, улететь на самолете в другие страны. Кому нужно просто посмотреть столицу, или какой-нибудь деловой туризм, или рекреационный туризм, санаторный. Очень многие едут в Москву. Второе место это Петербург. Тоже туда часто ездим, часто бываем, наверное, все были. Третье – Краснодарский край. Само собой, Сочи, все эти моря, курорты – самое популярное место. Сейчас активно развивается Дагестан. В 3-4 раза больше туристический поток вырос за последние 5 лет. Уже чуть ли не 5 миллионов человек в год, особенно летом, посещает этот регион. Но есть и прекрасный Татарстан, который занимает 7-е место. Это 2% от всех туристов России. Немного, но 7-е место, значит, остальные еще меньше занимают. Количество туристов где-то 4 миллиона человек в год. Максимум, конечно, приходится на лето, на Казань, поскольку это самые известные, самые популярные места. Но, чтобы разнообразить туристический опыт, мы предложим из своего опыта путешествий наши варианты, куда по Татарстану можно съездить еще. Недавно, новогодние праздники, я первый раз был в Елабуге, и этот город меня очень зацепил. Во-первых, это, наверное, один из древнейших городов Татарстана. Ему считается уже больше 1000 лет. Там стоит Булгарская башня. Дату точно основания не скажу.
Но зачем вообще в этот город ехать? Во-первых, Елабуга – это туризм исторический. Если вы хотите попасть в город 19 века, в город когда-то один из самых богатых в России, где жили по нынешним деньгам там миллиардеры, долларовые, рублевые, какие только не бывают. Самые богатые люди в Татарстане в свое время жили на Каме, в том числе и в Елабуге. Там есть музей Шишкина, его родина, есть музей, ну, даже история города, но именно эта атмосфера 19 века, кому она интересна, очень приятно побывать. Более того, мы с вами живем сейчас в Москве, и иногда вот этот шум города, вот это вот постоянно говорит, все большое, куда-то доехать нужно обязательно на метро, ну или на автобусе, он надоедает. Ну, мне точно надоедает, хочется каждый месяц вырваться из Москвы, куда-нибудь в тишину, в тихое место, где гораздо приятнее, где дома там двухэтажные, трехэтажные, и исторический центр Елабуги этому соответствует. Да, там есть современная часть города, довольно большая, которая построена уже в 20 веке. Она больше жилая. Там смотреть не так много есть что, но в новой части города есть прямой выход на исторический центр, на эту Булгарскую башню, от которой летом открываются виды на Каму чуть ли не до Нижнекамска, а зимой было такое ветрище, самая пурга, там ветер 50 метров в секунду, я даже пройти не смог, меня переносило ветром обратно в сторону, подальше от Камы, мне приходилось перекатами, валенка как-то пробираться к этой Булгарской башне, но это тоже это вот момент, когда ты не просто гуляешь, там смотришь как на экскурсии, тупо посмотреть налево, посмотреть направо, мне такое не нравится, а здесь преодолеваешь препятствия, усилия и видишь ту красоту, к которой ты стремишься. Минусы Елабуги: сложно добраться от Москвы. Нет железнодорожного сообщения, нужно ехать там через Челны или через Мамадыш, потом уже добираться на автобусе. Но если вы оказались в Татарстане и у вас есть свобода 1-2 дня, то Елабуга – моя рекомендация. Когда я прибыл в Елабугу, там было темно, потому что я приехал туда ночью, и мне поэтому Елабуга не понравилась. Вот. Но вообще, моя поездка в Татарстане была немного необычная, потому что, опять же, я ходил тоже не по Казани, а вот я потратил целый день на изучение набережных Челнов, потом еще день в Нижнекамске. И вот когда приехал на Елабугу, уже как бы времени не оставалось, поэтому мы решили пойти вечером на кладбище. Посмотрели, там есть японское кладбище, по-моему, немецкое кладбище на холме, куда, кстати, вид на город открывается. Вот. Еще там есть как бы Елабужское городище. И когда я туда пришел, было темно, поэтому Елабуга мне не так сильно запомнилась. Я за неделю, где-то чуть больше недели, посетил 11 городов. То есть у меня была цель посетить как можно больше городов Татарстана. Причем, в чем особенность, без использования личной машины, то есть все было на общественном транспорте. Вообще, как складывалась моя поездка, я приехал в Казань и как бы погулял. Потом мне написал один хороший знакомый, позвал в Лениногорск. Я такой, почему бы и нет? Вот, поехал туда. И вообще интересно посмотрел про Лениногорск и Бугульму. Вот кто-нибудь знает что-то про эти города? Это города на юго-востоке Татарстана, так называемой Альметьевской агломерации. Вот кто-то что-нибудь слышал про Бугульму и Лениногорск? Бальзам Бугульма. Бальзам Бугульма, да, известный мем. Вот. Но интересно, когда я туда приехал, у меня были очень интересные диалоги с людьми, потому что когда вот попадаешь в незнакомый город, в Татарстане люди показались мне общительными. То есть я решил как-то в одиночку поехать из Лениногорска в Бавлы на общественном транспорте. Прихожу на автовокзал Лениногорска, говорю, есть у вас билеты за соседний город Бугульму? Там говорят, билетов нет, сегодня вообще транспорт не ходит. Как бы все, мы закрыты, до свидания. Вот, и начал думать, что делать. В итоге была гениальная идея ловить автостоп. Вот. Кто-нибудь попытался ловить автостоп по Татарстану? Вот. В итоге я вышел на окраину города. То есть я был на окраине Лениногорска, стоял вот так, где-то минут 40. Все меня игнорировали. Я пытался им в глаза смотреть через дорогу. Вот. И вот таким образом я простоял 40 минут. Вот. Но в итоге потом удача подвернулась. Ко мне подъехал какой-то мужик, такой, по-моему, с татуировками, очень накачанный, с огромным крестом на груди. Вот. Я, конечно, сел, спасибо большое. Оказалось, им еще по работе надо было подъехать в Бугульму. И начал гулять по Бугульме.
И там в целом посмотрел город, потом увидел, что рядом есть еще и Бавлы, и решил в этот день успеть поехать из Бавлов. Вот. Также потом стоял, ловил автостоп 40 минут. В итоге на этот раз меня вообще никто решил не подвезти. Пришлось вызывать такси, где-то вышло рублей 500 между городами. Вот. Но самое интересное, как бы посмотрел Бавлы, и в Бавлах тоже интересное впечатление. Там центр города, это парк Победы, что ли. И там интересное чередование, что сначала идет какой-то военный объект, то есть танк, потом детская площадка, потом какая-нибудь артиллерийская установка, потом детская площадка. То есть это монументы войны, пересеченные с местами для детей. И в этом мне показалось довольно интересно, что вот суть Бавлов, как будто бы именно вот это сочетание довольно контрастное. Вот. Но потом самое интересное произошло, когда я стоял на автостопом из Бавлов и решил доехать до Лениногорска, потому что меня решил подхватить. То есть, во-первых, там стоял еще один человек, который решил выехать из Бавлов, потому что общественного транспорта нет. А я еще прихожу на автовокзал Бавлов, на меня смотрят как на вообще пришельца какого-то. В смысле общественный транспорт между городами? Это где вообще такое придумано? Вот. И в итоге стою, ловлю автостоп. Оказывается, еще один человек, мы с ним сговорились. Вот. И оказывается, что подъезжает микроавтобус. И его вел многодетный отец, который ехал в роддом на рождение 6-го ребенка. Поэтому у него и был микроавтобус, чтобы все помещались. Вот, и в итоге пока ехали, поговорили о жизни, я узнал об интересной истории, о таком неком соперничестве между бугульминцами и лениногорцами, по крайней мере, по вот истории двух людей, которые со мной ехали. Вот, и начали они обсуждать, почему Лениногорск настолько круче, чем Бугульма. Начали рассказывать про то, что вот в Лениногорске все так чистенько, опрятненько, а в Бугульме все раздолбано. Люди говорят не на русском или татарском, а на матершинном языке. По крайней мере, по их языку. И тогда вот этот водитель высказал интересную историю про то, что почему в Бугульме такие люди появились, потому что там исторически была ЖД-станция. И, как он говорит, его цитата, что на самом деле вот проезжали люди мимо, именно вагоны с заключенными, вот, останавливались на этой станции, эти заключенные выходили, и они вложили свой вклад в генетику Бугульмы, поэтому вот в Бугульме вышли люди какие-то не такие, отличные от Лениногорска. Вот это было мнение того водителя. Вот, и поэтому, вот судя просто по рассказу, мне показался интересный контраст, то есть два города, которые с виду как будто бы не сильно отличаются, вот, а на самом деле вот есть местные, которые так сильно их воспринимают, что вот города настолько сильно контрастные. Вот, хотя Бугульма на самом деле исторический город, где тоже в целом есть что посмотреть. И по всему Татарстану, что самый главный плюс, это много благоустроенных мест. Причем вот почему важно почитать не только показания. Куда бы вы ни приехали, в целом вы найдете какое-то благоустроенное место, какой-то прикольный парк, возможно, арт-объект. Вот, то есть в целом, в какой город Татарстана вы бы не приехали, вам было бы прикольно погулять. В Татарстане приятно гулять и быть как турист, потому что там есть деньги на благоустройство. Да. А что скажешь про Азнакай? Про Азнакай, вот. Это уже чуть тоже с друзьями решили поехать. Вот. И единственное, что запомнилось из Азнакая, вообще мне было интересно поехать в город, где самая большая концентрация татарского населения. То есть и Азнакай я просто выбрал, потому что там, по-моему, больше 90% татар. Вот. И было просто... Запоминаем. Не, просто интересно было посмотреть, какой город. Потому что обычно там прям пополам. Вот. И мне было интересно послушать, насколько вот распространена татарская речь. И для меня было интересным выводом, по крайней мере, по моим наблюдениям, что как будто бы даже в городах, где 90% и больше татар, все равно основная речь на улицах была русской. Вот, даже, ну, особенно там среди молодого поколения. Вот, как бы в селах не получилось особо бывать. Вот, но интересно, что еще в Азнакае, мне понравилось, там есть у них в городе, по-моему, парк доброты, как он называется. Это специальный парк, который разработан для людей с ограниченной возможностью здоровья. Меня в целом умилило, вот, что в таком небольшом городе там выделяются вот условия на такой красивый парк. Вот там картинка есть в слайде, парк доброты. Вот, и мне это единственное, что запомнилось такая. Но также там есть, по-моему, высочайшая точка Татарстана. Да, вот рядом с городом. Вот где как раз в презентации картинки оттуда тоже представлены. Вот, что еще интересного расскажу. Вот, дополню про Елабугу. В Елабуге есть самый лучший памятник Ленина. Вот, можете тоже презентацию посмотреть. То есть это огромный 2,5-метровый столб, на котором маленькая головка Ленина. Ну, голова Ленина. Вот, и, соответственно, еще из интересных городов выделю Арск. Вот, да. Арск очень миленький городок. Зимой просто... особенно классный. И летом классный. То есть там мне понравилось просто все. Ну, то есть там такой парк очень красивый, благоустроен. Гуляешь, там еще все дети выселятся, весь город как будто выходит этот парк. И в целом чувствуется такая безмятежная
ну, просто безмятежность в воздухе, такое спокойствие, по крайней мере, вот мне так как туристу. Мне вот прям очень понравилось. В общем, в Татарстан стоит ехать для того, чтобы отдохнуть, расслабиться, то есть отвлечься от всей этой суеты. Да, можно, конечно, сходить в Казань на Баумана, посмотреть на все эти привычные места, где толпы туристов, но если поехать чуть подальше, места менее популярные, чтобы просто насладиться природой, насладиться окружающей обстановкой, насладиться тем уровнем жизни, который сейчас в Татарстане есть, и он активно повышается. Поэтому планируйте ваши путешествия, и пусть они для вас пройдут так, как вы этого планировали. У нас итоги розыгрыша. Нашим победителем стал Тимур. Ömrüm
Сегодня мы провели очередную встречу в штабе, и в этот раз выступали уже мы сами студенты, не приглашенные, уважаемые лекторы и товарищи нашего штаба, а сами постоянные участники, я и Рустам, два географа, которые в штабе уже, наверное, 4 или больше лет, хорошо знаем то, как проводятся эти мероприятия, то, что интересно услышать другим людям. И сегодня мы рассказали о путешествии по России. Я надеюсь, что если это мероприятие всем понравилось, мы его продолжим в следующий раз и, может быть, еще раз рассказывать про туризм в регионах России, в Татарстане, Башкортостане и в других популярных местах, про то, что можно назвать неочевидным местом, то, что не написано в каждом туристическом буклете, и то, чего многие не знают, особенно те, кто в этом регионе ни разу не были. Поэтому я надеюсь, что наша встреча прошла хорошо. Сегодня у нас был подарок от уважаемой организации. Это Институт развития территории Татарстана, который находится в городе Казани. Это проектная организация, цели которой повышение качества городской среды в Татарстане. Они работают над этим долго и много. Недавно они выпустили книгу, называется «Привет, Татарстан», для знакомства с республикой тех, кто о ней не знает, в доступной форме, с красивыми картинками, с популярными местами Татарстана, доступные даже детям. Поэтому сегодняшняя наша встреча прошла успешно, классно, хорошо. И я надеюсь, что в следующий раз той же компанией мы соберемся и разберем новый регион. Пишите нам, что вам понравилось, что не понравилось в нашем мероприятии, в чат штаба Татар, в студенческий чат штаба и даже в личные сообщения организаторам. Будем рады вам помочь. И, конечно, всем просмотревшим желаем хорошего дня, вечера, ночи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал штаба. Всем удачи! Aşıklar şikeli, kızarıp başları yiyelim. Kıyaş kavlerim, kızı sarhoş yiyelim. Sezi gel, hangi gel yiyelim. Kıyaş kavlerim, kızı sarhoş yiyelim. Sezi gel, farkıyla gel diyelim. Suyu şul gülelim, hem sana